На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. После долгого перерыва состоялось заседание комиссии и по соблюдению имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия в обновленном составе. Возглавляет комиссию вице-президент Бадра Гунба. На заседании было рассмотрено более 17 заявлений. Подробности в репортаже Гугуцы Варданя. Совсем недавно на Первом канале российского телевидения в программе «Человек и закон» были показаны репортажи о людях, у которых якобы незаконно отняли квартиры в Абхазии. Герои сюжетов рассказывают о том, как им пришлось покинуть теплые края, забыть счастливую жизнь и пытаться добиться справедливости в России. Эти сюжеты в том числе стали темами обсуждения на нынешнем заседании комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. По словам вице-президента Бадры Гунба, сюжеты однобокие и не отражают реального положения дел. На наш взгляд, в данной передаче весьма субъективно была представлена проблема данной гражданки, и мы вынесли этот вопрос на рассмотрение. За период, за несколько дней мы собрали информацию, которая сегодня будет представлена, и с вашего разрешения я бы хотел озвучить. В 1986 году Дворецкой Алле Алексеевне на момент рассмотрения заявления Кинджаева Алла Алексеевна был выдан ордер за номером 3799 на пользование квартирой номер 21 в доме 32 по улице Аргун города Сухум. Был заключен договор от 24 января 1986 года о найме жилого помещения сроком на 5 лет, до 24 января 1991 года включительно. Какая-либо информация о продлении срока пользования квартирой в администрации города Сухум отсутствует. Здесь среди документов у нас есть копия данного договора, которая сохранилась, и можно увидеть, что данный договор действительно был подписан в 1986 году. Нанимодатель представляет в пользование нанимателю и его семье на срок на 5 лет. С 24 января 1986 года до 24 января 1991 года. Хотел бы обратить ваше внимание, что в данном договоре есть условия расторжения данного договора. В дальнейшем квартира не была приватизирована, то есть не переходила в собственность Аллы Дворецкой, а оставалась государственным жильем. И только спустя 14 лет, в 2007 году, решением суда города Сухум Аллу Дворецкую признали утратившей право пользования жилым помещением. В рамках вышеуказанного судебного заседания было установлено, что гражданка Кинджаева Дворецкая выехала за пределы Республики Абхазия в период в 1993 году. Ее местонахождение на момент судебного разбирательства неизвестно. Квартплату и коммунальные услуги не оплачивала. Несмотря на отсутствие ограничений для граждан Российской Федерации по пересечению государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, гражданка Кинджаева Дворецкая не осуществляла надзор за своим жильем, оплату коммунальных услуг и иные действия юридического характера. Необходимо учесть, что большое количество граждан Российской Федерации, покинувшие территорию Республики Абхазия во время боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, беспрепятственно пересекали границу и осуществляли владение, пользование покинутым жильем. В частности, уплачивали квартплату и иные налоги. Таким образом, по словам Бадры Гунба, права гражданина не были нарушены. Как было отмечено на встрече, сама Алла Дворецкая не стала следовать рекомендациям комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии и обращаться в суд Республики Абхазия категорически отказалась. Договаривались дать письменный ответ гражданке Дворецкой. Лично от себя бы я еще порекомендовал бы в копии этот же ответ направить в передачу, российскую передачу «Человек и закон», чтобы они юридические аргументы и лучше знали бы законодательство Республики Абхазия.
Посольство, как я и обещал вам, готово выступить в данном случае транзитером подобной переписки. То есть можно просто эти ответы направить на мое имя в адрес посольства, а мы переправим эти ответы Дворецкой и в адрес передачи «Человек и закон». Таким образом, в данном жилищном споре поставлена точка. На заседании был рассмотрен и жилищный вопрос гражданки Елены Карионовой, которая также рассказала в программе, что ее семье пришлось покинуть Абхазию в начале 90-х. Изучением материалов гражданского дела установлено, что семья Вартановой, матери заявителя, выехала за пределы Республики Абхазия до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, не проживала на территории Республики Абхазия, каких-либо попыток для надлежащего содержания домовладения не предпринимала. Жилое помещение было превращено, к сожалению, в мусоросвалку. Попыток восстановления со стороны семьи Вартановых не было. Необходимые платежи по домовладению не производились. Указано домостроение с 4 декабря 1998 года взято на учет жилищным управлением администрации города Сухум как пустующее. 23 марта 2004 года ордер на данное жилое помещение выдан Инапшба, гражданину Инапшба. 26 мая 2003 года заявителю выдано свидетельство о праве на наследство после смерти матери Вартановой, которая скончалась 3 декабря 2002 года на территории Грузии. Заявитель Вартанова обратилась в Сухумский городской суд с иском Кинапшба о признании ордера недействительным. 13 сентября 2012 года судом было отказано в установлении исковых требований Вартанова и Кинапшба в связи с истечением срока давности для обжалования ордера. По словам участников комиссии, тот факт, что заявления по имущественным спорам не принимаются и не рассматриваются в судах, не соответствует действительности. То, что их не рассматривали, не принимали, такого быть не может. Мало того, у нас есть и письменные ответы, как и устные, которые они получали. Соответственно, их дело тоже было рассмотрено, решение по нему было принято. Помимо этих двух заявлений, комиссия рассмотрела и обсудила еще более 15 имущественных вопросов. Я от лица президента Российской Федерации, от лица российского народа и от себя лично, как посла Российской Федерации в Республике Абхазия, хочу искренне поблагодарить уважаемого вице-президента, председателя комиссии, уважаемых членов комиссии и, безусловно, Аслана Георгиевича Бжаня, который, я уверен, наблюдает за всей работой его администрации, министерства и ведомств, за внимательное отношение к нуждам. Я абсолютно согласен не только россиян, но всего многонационального народа Республики Абхазия. И со своей стороны хочу заверить, что мы продолжим оказывать содействие республике в любых вопросах. А посольство всегда к вашим услугам, как частного, так и, безусловно, в первую очередь государственного характера. Дара и Табук. По итогам заседания вице-президент Бадра Гунба и посол России в Абхазии Алексей Двинянин выразили надежду на плодотворную совместную работу. Гугу Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 120 человек. В тяжелом состоянии 29 пациентов. В Гудаутской ЦРБ 7 и 8 ноября скончались 3 человека. 2 мужчин 1950 и 1957 года рождения и женщина 77 лет. Все 3 были доставлены в медучреждение с коронавирусной инфекцией двухсторонней полисегментарной пневмонии. В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии 3 человека. 9 ноября в мобильном госпитале скончался пациент
1947 года рождения с крайне тяжелым течением болезни и осложнениями основного заболевания – внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4772 человека. 55 летальных случаев, выздоровели 2929. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, с 20 октября военные медики многофункционального мобильного госпиталя, развернутого на территории пансионата Айтар в Сухуми, приняли более 150 пациентов. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. Российские военные медики в госпитале дополнительно провели более 2000 исследований по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории для доведения гражданам. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. 20 дней работы. Многопрофильный мобильный госпиталь Министерства обороны России принял более 150 больных. Около 100 пациентов были благополучно выписаны домой к своим родным и близким. За весь период работы госпиталя наша лаборатория провела более 2000 ПЦР-анализов, которые мы передали Абхазии. В общем, по динамике наблюдается тенденция к уменьшению количества поступающих больных. Администрация Чимчирского района при поддержке жителей в знак благодарности российским медикам, прибывшим в Абхазию для оказания помощи ковид-больным, передали им сезонные фрукты – мандарины, фейхоа, хурму, а также мед. Груз был доставлен в ЦРБ Чимчиры и Гудауты, а также в многофункциональный мобильный госпиталь, развернутый на территории пансионата Айтар в Сухуми. Тем врачам, которые приехали добровольно на территорию Республики Абхазия, оказать нам медицинскую помощь, мы тоже со своей стороны хотим им оказать внимание в виде наших даров, так как сейчас идет полный сбор мандарин. Тут главы администрации сел, жители района, все, кто что мог, собрали здесь. Вот видите, сколько мандарин, сколько фейхоа. Хотим сегодня уделить внимание врачам, которые находятся в госпитале. Вопросы жизнеобеспечения и развития пограничного высокогорного села Аибга Гагарского района рассмотрели на рабочем совещании депутаты парламента Абхазии. Речь шла и о мостовой переправе через пограничную реку Псо, построенную без согласования с соответствующими структурами Абхазии. Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, руководители МИД, СГБ и Генеральной прокуратуры. В просторах сети интернет, в частности в СМИ Краснодарского края, появилась информация о том, что в селе Аибга построили новый подвесной пешеходный мост, который соединяет левый и правый берега села. Как отмечается на сайте издания «Сочи Стрим», 3 года назад единственную переправу в Аибге снесло паводком. Это привело к неудобствам для жителей левобережной части. Для того, чтобы попасть на правый берег, где находится магазин и почта, им приходилось преодолевать больше 25 километров в одну сторону. В решении проблемы принял участие депутат городского собрания Сочи Сергей Шевелев. В итоге подвесной мост построили за месяц. На обоих берегах реки Псо установили опоры, а через реку натянуты стальные тросы, на которых закрепили доски. Теперь же путь с одного берега на другой занимает всего 4 километра. Однако сам факт строительства моста вызвал неоднозначную реакцию в нашем обществе. Тему активно стали обсуждать в соцсетях. К обсуждению подключился и парламент. Депутаты пригласили на встречу главы СГБ и МИД. Обсуждение прошло без участия журналистов. Но после встречи мы пообщались со спикером парламента Валерием Кварчи, который
который к тому же является председателем с абхазской стороны Межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Валерий Кварчи отмечает, что строительство мостовой переправы через пограничную реку Псо было осуществлено без согласования с соответствующими структурами Республики Абхазия. Впервые я узнал только вчера вечером, и не только я, а многие из вас, наверное, так. Вот. А то какие-то разговоры шли там всякого рода, но мы это проверяли, чтобы вот эти разговоры проверить, поехали туда, полетели, кто-то на машине приехал, это очень сложная дорога и район, и все, там никто об этом мосте вообще не заикался. А практически за короткий срок они это построили. Когда они согласуют друг с другом, какая-то сторона предпринимает определенные шаги, это неверно. Если мы соседи, если мы друзья, если мы партнеры, то и у нас одна граница, мы должны делать все вместе, сообща. И не только на участке Айбиги, но и в других местах по всему периметру абхазо-российской границы. В ходе обсуждения парламентарии обратились к представителям службы госбезопасности дать исчерпывающее объяснение по вопросу строительства подвесного моста в селе Аибга. В связи с этим парламент рекомендовал руководству пограничного отряда СГБ обратиться к российским коллегам для выяснения обстоятельств возведения моста через реку Псо на несогласованной территории с особым установленным Межгосударственной комиссией по делимитации и демаркации государственной границы режимом, не допускающим односторонних действий. Возможно, какие-то упущения здесь были, почему и дано поручение министерству и СГБ изучить и доложить. Потому что вопрос стоит давно по поводу пересечения границы в этой части села. И это и в 2015 году, и прежде обсуждались вопросы пересечения людей на этой территории. Вот. А вот то, что касается ремонта, как они говорят, исключительно на российской стороне, вот эти документы были присланы не так давно сюда. Но, видимо, там как-то в заблуждение ввело то, что было сказано, что исключительно на российской стороне было, а на самом деле там речь шла о том, что не углубляясь на абхазскую сторону, если внимательно читать документ, речь об этом идет. Потому что мост построить только с одной стороны, это понятно, что невозможно. Разобраться в этом вопросе, никаких настроений о том, чтобы это вызывало какую-то конфронтацию между нами и нашим союзником Российской Федерации, это не может создавать, этого и не должно быть, никто так вопросы не ставит. Правая часть села Аибга находится на российской стороне, а левая – на абхазской. И на сегодняшний день не проведена демаркация границы. И этот вопрос остается открытым. Поэтому в село никто не может попасть без согласования двух сторон – абхазской и российской. В 10 километрах от Аибги по течению реки Псо есть капитальный мост, на котором с российской стороны стоят российские пограничники, а с абхазской – наш отряд СГБ. И передвижение жителей села осуществляется под контролем пограничников. Но со строительством подвесного моста есть опасения незаконного и бесконтрольного пересечения границы и осуществления контрабанды. Основные озабоченности, которые были высказаны, они связаны с тем, а какой будет режим пересечения этого моста, поскольку там не предусмотрено с абхазской стороны никакого пограничного или таможенного контроля, не станет ли это каналом для перемещения каких-то незаконных, незадекларированных грузов или даже наркотиков. Вот этот вопрос вызывал сомнения, и было высказано мнение, что комиссия совместная, которая существует, которую возглавляет Валерий Еремеевич Кварчи, чтобы она на своем заседании все-таки определила, как там это будет дальше функционировать, в связи с тем, что все-таки уже какие-то нарушения имеются. С 30-го года нет ни одной карты, топографической, политической, экономической, географической, какой хотите. И особенно военные карты, пограничные карты пограничных. Везде поселок Аибга, левая сторона, относится к Абхазии. Надо закрывать мост или же поставить абхазскую службу пограничников там, чтобы точно так же, как на Большом мосту организован переход населения, точно так же организовать и здесь. Мы за, пожалуйста, если это населению удобно, что мы не против, но это надо делать согласованно.
Также парламент предложил МИДу отреагировать на факт осуществления деятельности депутатом городского собрания Сочи Сергеем Шевелевым на территории села Аибга Гагарского района Республики Абхазия и его заявления, прозвучавшие в СМИ, где он говорит о принадлежности Российской Федерации вышеназванной территории. Депутаты Народного собрания считают, что Межгосударственной комиссией по делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией необходимо обсудить имеющиеся проблемы. Кроме того, депутаты надеются, что вопрос села Аибга Гагарского района будет предметом обсуждения на предстоящей встрече президентов Абхазии и России Аслана Бжани и Владимира Путина. Алика Трапш, Тимур Глухохи, Абхазское телевидение. Президент Турции Таип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщает российское информагентство «Новости» со ссылкой на CNN Турк. Как утверждает дипломатический источник телеканала, Путин приветствовал предложение турецкого лидера. Утверждается, что скоро переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ. В Кремле после разговора подтвердили обоюдность готовности к взаимодействию. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии стратегически важного города Шуша, второго по величине в Нагорно-Карабахской республике. В то же время представитель Минобороны Армении Арцрун Ованесян заявил, что бои в городе продолжаются. А уже ближе к вечеру 9 ноября появилась информация о том, что азербайджанские вооруженные силы находятся на подступах к Степанакерту. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на своей странице в Facebook. Очередная эскалация конфликта в республике Арцах произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного управления МВД Абхазии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Каджая, который подозревается в совершении 5 ноября в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортного происшествия на участке шоссейной дороги Псоу-Ингур в селе Кындыга Чемчерского района, в результате чего погибли 4 человека. Как сообщается на сайте Сухумского городского суда, Руслану Каджая определена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия до 5 января 2021 года. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера с огромным успехом выступил в Великом Новгороде в рамках 24-го международного театрального фестиваля Федора Достоевского. Спектакль по роману Достоевского «Игрок» в постановке режиссера Антона Киселюса показали с участием концертного хора Санкт-Петербурга. Уникальный театральный проект был осуществлен в кратчайшие сроки, так как лишь за месяц до проведения фестиваля стало известно, что государственная хоровая капелла Абхазии, в которой в основном поют возрастные солисты, попадающие в группу риска из-за пандемии, не сможет выехать на гастроли. Восторженные отзывы зрителей как подтверждение успеха Росдрама в Великом Новгороде. Вдохновленные игрой актеров и пением хора, они отмечали, что трактовка произведения и совмещение текста с музыкой производит сильное впечатление. Генеральный директор Росдрама Ираклий Хиндба посвятил успех театра любимой Абхазии и выразил благодарность организаторам фестиваля за возможность показать театральное искусство республики за рубежом. Российская общественная организация «Фонд социально-культурных инициатив» наградила специальным дипломом и нагрудным знаком жителя Чемчиры Давида Гогуа за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи утопающим. Давид Гогуа летом 2018 года в Чемчире спас тонувшую в море женщину. Услышав крики, молодой человек не растерялся и бросился на помощь. Ранее Давид Гогуа был награжден МЧС Абхазии за мужество и героизм, проявленное при спасении на воде. В части того, что общественная организация «Фонд социально-культурных инициатив», которая всегда отмечает
такого рода поступки, героические, без преувеличения, нужно сказать, поступки, нашла возможным наградить Давида Вахтангиевича дипломом и нагрудным знаком с удостоверением к нагрудному знаку «Горячее сердце». Решением оргкомитета Всероссийской общественной государственной инициативы «Горячее сердце» на основании этого решения вручаем Давиду Вахтангиевичу вот этот нагрудный знак. Хочу поблагодарить Фонд социально-культурных инициатив. Спасибо им огромное за такое, но я это сделал совсем не ради этого. Прежде всего, мне хотелось в тот момент спасти эту женщину и больше ничего. Я не хотел этих наград, ничего. Я просто это сделал чисто по-человечески, чтобы помочь ей. В последнее время в столице участились перебои с подачей питьевой воды. Это связано с ремонтом коммуникационных сетей, которые проводятся по улице Абазинская. Однако на этот раз причиной отключения стала авария на улице Искандера в Сухуми, где прорвало водопроводную трубу диаметром 500 метров. Специалисты столичного водоканала сразу же приступили к ремонтным работам. Подробности в репортаже Эсмы Гуланце. Рано утром на улице Фазиля Искандера, бывшей 4 марта, произошла крупная авария. Прорвало водопроводную трубу. В зону происшествия попали близлежащие дома. Вода затопила дворы и подвалы. Кроме этого, некоторое время было парализовано движение на улице. Очень много воды. Машины затопило здесь у ребят. И во дворы зашли к соседям, ко мне. Очень ощутимо. С подвале не совсем катастрофа, но двор полный был. 8 часов я стоит, это шум слышу. Вышли, посмотрели туда, вода, ночная машина ударит. Я вышли, посмотрели, уже вода, здесь вода вот так, почти 30-40 сантиметров вода уже в дворе стояли. Из-за разлившегося потока воды пострадал один из припаркованных здесь автомобилей. Машина стала погружаться в образовавшуюся яму с водой, но силами местных жителей ее удалось вытащить. После сообщения об аварии сотрудники водоканала выехали на место и сразу же приступили к ремонтно-восстановительным работам. Около 8 часов утра на этом водоводе диаметром 500 миллиметров, это напорный водовод, который снабжает часть города Сухум, авария произошла. Лопнул стык на полиэтиленовой трубе. На момент нашей съемки специалисты откачивали скопившуюся воду, после чего приступили к ремонту самой трубы. А полиэтиленовую трубу даже малейшая капелька, она не даст хорошо и запаять муфту. И поэтому надо ждать полной остановки вот этой воды. Вот это самое такое большое дело. Восстановить водопроводную трубу на улице Искандера планируют в течение дня. Однако, по словам Мираба Анкваб, работы могут затянуться до самого утра. Эсма Гуланце, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Заместитель главы администрации города Сухум Астамур Ашуба провел совещание с сотрудниками департамента по транспорту ОВД города Сухум, АТП и троллейбусного парка, на котором обсуждалась схема одностороннего движения автобусов, маршрутных такси и троллейбусов, которая будет организована по улице Айтгылара с 10 ноября. Подробности в репортаже пресс-службы администрации. На совещании обсуждались вопросы переноса движения общественного транспорта с улицы Абазинская на улицу Айтгылара. С 10 ноября по улице Айтгылара начнут движение маршрутные такси и автобусы, следующие по маршруту Новый район Рынок. Троллейбусы выйдут на линию уже 11 ноября. Заместитель главы администрации Астамур Ашуба интересовался готовностью к изменениям движения. Хотели бы попросить вас, именно подведомственные городу предприятия, все вопросы, которые нужно было довести до ума, довести вот завтрашний день. Если нам хватит один день, вот там мы, со своей стороны управлением транспорта побеспокоит другие городские службы и коммерческие предприятия для того, чтобы возможность передвижения троллейбусов была осуществлена
ближайшие дни. Теперь общественный транспорт, следующий по маршруту Новый район Рынок, будет следовать по улице Лакоба, сворачивать на улицу Айтгылара и забирать пассажиров с остановки на улице Арцинба. Остановка будет располагаться напротив Сухумской городской клинической больницы. Маршрутное такси, которое останавливается на улице пересечения проспект Мира и Абазинская, да, их мы хотим перенести именно то место, откуда они смогут забирать граждан наших. Остановка напротив городской больницы, вот, по улице Арцинба. Соответственно, мы разделили так. Там сейчас лежачий полицейский. До лежачего полицейского будут стоять маршрутные такси вместимостью там, до 20 человек. Несколько штук. А основную массу всех маршруток попросить, чтобы они ставили выше улицы Гули. Изменение схемы движения транспорта связано с ремонтно-восстановительными работами городских коммуникаций по улице Абазинская, которые продлятся около 4 месяцев. Илана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с ремонтными работами на воздушной линии Багмаран-2 10 ноября с 10 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии в новом районе Сухума, западной части Сухумского района и части Гудаутского района. В сообщении также отмечается, что в связи с перегрузом будут введены ограничения на подачу электроэнергии на подстанции Дурипш с 19 до 20 часов, а также вспомогательной электролинии Лахна с 20 до 21 часа, Чайфабрика и Джирхуахуап с 21 до 22 часов. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 12-17, температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.